Я приехала тоже по здоровью сюда, думала, здесь мне легче будет. А теперь получилось так, что один дом там сгорел, а второй дом здесь валится. Ты каково мне? А? Я уже не знаю, как жить буду дальше. Это получается, что я осталась без дома. Заплатила деньги, осталась без дома. Ну, страшно, что делать? Страшно. Рушится, рушится. Вот потолок залишь вот так вот. Хоть бы дитю не на голову упасть. Я так боюсь, что тут так трещины пошли. Ужас. Я говорю, мама, я боюсь, честно. Дом обваливается, вот это меня страшит. Просто боюсь, что без дома останусь. Я не знаю, как решать. Сделаю ремонт, опять такая же картина будет. И вот я думаю, стоит делать ремонт или нет. Я сделал месяц назад ремонт, и вот они у меня по новой пошли трещины. Трясет дом сильно, от этого все и рвется. Потому что, дальше я считаю, что жить опасно становится. Я не знаю, в какой момент у меня или дом завалит, или меня завалит. А правительству ноль, они нас не слышат. У меня семья, ребенок маленький. Мне жить охота. Что мы сделали, подбили вон потолок, это бесполезно. Если так еще будут трясти, не остановим мы их, это будет нам конец. Мы не сможем жить, и они сказали, будут дома наши сносить. Выживать, в общем, отсюда нас хотят, и все. Уничтожается все, покрывается все толстым слоем пыли. Идут сильные взрывы, аж вибрация страшная и в домах, и на улице чувствуется. Огромные столбы пыли, как вулканы. И все это идет на село. И целебный воздух, все травы покрыты огромной пылью. Уничтожаются можжевеловые леса, 300-400-летние огромные толстейшие можжевельники уничтожаются.